Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто и зачем идет в вашу жизнь в июле? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто и зачем? Отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Давайте начнем, пожалуй, с этого персонажа. Здесь человек, искатель приключений. И такой, знаете, легкий на подъем, на общение, на знакомство. У него очень много знакомых, не только женщин, но и мужчин. Человек любит общаться, человек любит постоянно менять локации. Вот у вас встреча с таким человеком идет, встреча. И этот человек произведет на вас невероятное впечатление. Вот своим образом жизни, своим подходом к жизни, своей философией. Я не вижу, чтобы вы с этим человеком как-то связали свою жизнь, либо имели планы на этого человека. Вам просто понравится его стиль жизни, его отношение к жизни. Что-то вы для себя поймете и даже что-то переймете. Человек вас как будто бы каким-то позитивом заразит, либо каким-то новым интересным видением жизни, проблем и вообще ситуаций. Прям пообщайтесь с этим человеком, легче станет, да? Легче станет. С левой стороны. Ну, здесь какой-то возвращенец, вы меня извините, но этого человека вы точно знаете, и с этим человеком у вас что-то в прошлом связывало. Кого-то связывал брак, кого-то связывали отношения. Смотрите, прям крадется со спины так, чтобы вы не успели взбрыкнуть и его, ну, грубо говоря, выставить. Под каким-то предлогом, по какому-то поводу, надуманному поводу, этот человек появится опять в вашей жизни. И человек начнет вот эту свою, да, шарманку крутить, что ну, ты же помнишь, как все у нас было, как все у нас там начиналось, какие мы были счастливы. А вы ему такая, ну да, помню, сколько проблем ты мне сделал, да, как ты меня обидел. Человек будет пытаться опять подбить клинья к вам, опять вернуть, либо притянуть то, что было. Но вы этого не хотите. Вы даже, ну как, полубоком с ним общаетесь, в его сторону не поворачиваетесь. Для вас этот человек уже как пройденный этап. Неинтересная книга, печальная, грустная, и вы ее так отбросили. Но попытки делает. Кстати, может быть, даже не одна попытка. Но под ногами точно будет крутиться. И даже будут такие ситуации у кого-то из девчонок, как будто бы преследуют, да, куда бы вы ни пошли, там и он. Где бы вы ни оказались, и он. И всегда такой будет, знаете, вот, ну вот позволять себе какие-то фамильярные жесты в вашу сторону. Да, бывший, либо тот, с кем не случилось, не сложилось когда-то давно. Так, еще здесь новые какие-то интересные знакомства с разными людьми, как новая компания. Как в новую компанию людей вы попадете. Если вы планируете, например, отпуск, то как раз-таки во время отпуска вы познакомитесь с очень интересными людьми. И у вас будет собираться такая интересная компания. В этой компании будет пара мужчин, которые будут очень серьезно вами интересоваться. И если эти мужчины вам, ну, грубо говоря, понравится, либо один из них понравится, то, в принципе, мужчина будет готов, причем к серьезным отношениям, к серьезным.
Но вот правда, да, вот два мужчины, они разные, друг на друга совершенно не похожи, как две противоположности и по внешности, и по характеру, и по поведению, но оба вами очень будут заинтересованы. Вы это будете видеть, вы это будете понимать, считывать, даже, возможно, вам в этом будут признаваться, но последнее слово будет за вами. Если вы позволяете, да, отношения начинают меняться, может быть, как сближение пойдет. Если нет, ну просто наслаждайтесь тем, что эти два мужчины перед вами там ужиками крутятся. Так, человек, который вам что-то пообещал. Давно пообещал, много времени прошло, а тут и ни ответа, и ни привета, и человек как будто бы, ну, позабыл все на свете. Может быть, даже и сам пропал из вашей жизни. У кого-то отыграется, что лично появится, а у других отыграется, что он с вами как-то свяжется. Ну, телефон, там, WhatsApp. Насчет вам опять обещать. Либо как второй сезон, да, открывается второй сезон. Да, я помню, я обещал, вот-вот, там, не сегодня, а завтра я все сделаю. Ну, вы особо не будете на это внимание обращать, но все равно, да, вот как-то проявится, появится, по крайней мере, сам о себе напомнит. И как вспомнит, что он вам что-то пообещал. С правой стороны какая-то неприятная женщина придет к вам, но вы ее видеть не хотите, а она вам что-то станет предлагать, знаете, как типа помириться, договориться. Я так понимаю, что вы ей дверь не откроете, ну, либо пошлете ее. Знаете, она обманщица, вы ей не верьте, Вот эта ее попытка с вами договориться, это как будто бы она хотела бы усыпить вашу бдительность. Ну, либо как-то воспользоваться даже вами, как действие для отвода глаз. Вот на самом деле она очень коварная, и вы ей не верьте. Вижу, что как-то вы ее не подпускаете, дверь не открываете, и правильно делаете. На работе, кто у меня работает, девушки мои хорошие, тут какой-то новый мужчина, новое лицо будет очень сильно вами интересоваться. Очень сильно. Вот и познакомиться подойдет, и там всякие вопросы начнет задавать. А как ты, с кем ты, что делаешь, свободна ли, не желаешь ли ты там сходить на свидание, не нужен ли вашей маме там зять, да, как они обычно там любят говорить, в таком ключе. Ну, такой, знаете, ухажер получается. Это может быть новый клиент, поставщик, может быть, коллега новый. Кто-то новый, как новое лицо идет. Так, еще мужчина, чей-то мужчина возвращается. Причем возвращается как доверху, чем-то нагруженный, загруженный, ну, не знаю, подарки, деньги, что он вам там везет. И возвращается, встреча будет, свидание будет. Вы готовиться будете к этой встрече. Вы знаете, мужчина так по вам соскучился, ему там не важно, как вы выглядите, есть ли у вас там волосы на теле, нету, есть ли у вас маникюр, нету. Ему хочется вас вот прям в охапку, да, в охапку к себе прижал и где-нибудь с вами уединиться, чтобы вас никто не беспокоил. Так что слишком там себя не утруждайте подготовкой. Ну, правда, очень сильно соскучился. Некогда ему будет там рассматривать ваш макияж, ваш маникюр, либо ваше новое платье рассматривать. Прям накинется на вас, как голодный зверь. Вот. Ну и подарков очень много привезет. Подарки, покупки, опять же, заработок, да, что-то прям много он везет. В этот раз прям много. Много. Не успеете рассмотреть сразу, потом будете рассматривать. Накинется, просто накинется на вас. Так, еще важный человек в вашей жизни, либо человек сыграет важную роль в вашей жизни. Но это может быть доктор, это может быть какой-нибудь там служащий, может быть грамотный какой-то человек, да, властимущий человек. Человеку вы этому очень понравитесь, но по какой-то причине этот человек не имеет права говорить о своих чувствах, даже намекать на чувства. Человек, испытывая к вам симпатию, влечение, очень многое для вас делает. Очень многое. Но вот вы все поймете. Вы все поймете. Может быть, в глаза особо смотреть не будет вам, да, чтобы себя не выдать, свои чувства, свои эмоции в вашу сторону. Но делать будет очень много.
То есть вам прям, ну, не то чтобы повезет, а скорее как судьба сведет, да, с таким человеком. Если бы вы просто подошли к этому человеку, никогда бы ничего не стал делать. А тут вы ему настолько сильно понравились, и он такой: красивой женщине грех отказать, да. Очень много для вас будет делать. Ну, пусть делает, пусть старается. Вы, главное, принимайте, там, поблагодарите и все. Да, такой человек. Мужчина едет на кошке. Противный мужчина, пьяный мужчина, либо мужчина в полном раздрае, с головой не дружит. Мужчина может быть и агрессивным, и может быть под чем-то даже этот мужчина. А вы его как испугаетесь. Девушки, женщины, вам такой совет. Во-первых, не шастать по всяким злачным местам, не ходить одной, опять же, по всяким злачным местам, обходить их десятой дорогой, потому что какой-то неадекватный может к вам пристать. Я не вижу, чтобы он мог вам что-то плохое причинить, но вот напугать точно вас может. Какой-то неадекватный. Ну и с незнакомыми, либо малознакомыми мужчинами в алкогольном опьянении, либо в другом опьянении не оставайтесь наедине, потому что своими какими-то резкими действиями, там, словами этот человек может вас напугать. Я не вижу, что плохо вам сделает, я вижу, что вы можете испугаться каких-то его, я не знаю, шагов, действий, слов, да, может быть, там начнут вам предлагать все и сразу. Но здесь с левой стороны вы можете это избежать, если будете осторожны. Так, а здесь один мужчина вам руку целует, а другой мужчина за руку дергает. Два мужчины. Ну, тот, кто целует, тот любит, влюблен, либо это какой-то новый мужчина, ведет себя абсолютно деликатно. А тот, кто дергает, тот ревнует очень сильно. Кто-то из девчонок столкнется с большой ревностью из-за того, что с каким-то новым мужчиной познакомитесь. Вплоть до того, что вы замужем, и ваш муж сам вас познакомит с этим новым мужчиной, а потом будет к вам ревновать. Да, с таким столкнетесь. Ну, бывает, да, в жизни такое бывает. Кстати, если вы девушка, женщина, кто давно замужем за тираном, таким грубым, неотесанным, и который позволяет себе лишнее, то ваш же, получается, супруг вас познакомит с очень хорошим мужчиной, который, ну, действительно, он умеет любить, он очень нежный, он уважительно относится к женщинам, никогда себе никакой грубости не позволит. Кстати, для вас это даже может быть шансом, пусть не в этом месяце, но в следующем, да, шансом исправить свою жизнь. Либо, наконец-таки, вырваться из лап вот этого вот тирана. Такое хорошее, на самом деле, знакомство с очень благородным человеком. Причем вас знакомит ваш же мужчина с ним. Так, еще. Здесь четко показывают деловую встречу, деловое знакомство. Пока оно такое, знаете, ни о чем, но тот, с кем вы познакомитесь, чуть попозже, может быть, там, ну, где-то месяца, полтора-два, для вас очень классный вариант найдет. Вариант работы, вариант трудоустройства, хороший, легкий, не знаю, заработок. Да, может быть, этому человеку вы не до конца подойдете, либо не будете полностью соответствовать требованиям, да, запросу. Но этот человек вами впечатлится, увидит, что вы очень положительная, очень грамотная, толковая, способная. И для вас найдет чуть попозже хорошую работу, хороший вариантик найдет. Вот, так что не спешите там переживать, отчаиваться. Все еще будет. Вы произведете очень положительное впечатление. Ну, вы хорошая женщина, вы прекрасная девушка. Конечно, как может быть по-другому? Так, куриная лапка в сторону мужчины от женщины. Девушки, женщины, если вы прибегаете к каким-то обрядам, если вы прибегаете к магии, здесь какой-то странный и неожиданный результат пойдет. Если вы хотите кого-то к себе привязать, присушить, да, может быть, даже к какому-то суперспециалисту обратились. Это не для всех, это для кого-то вот индивидуально, персонально идет. Результат будет совершенно странный. Совершенно странный. Результат, который не просто разочарует, а ну, даже проблему может создать.
Вот так идет информация, мои хорошие. Я всегда говорю, магия до хорошего не доводит, да, либо никогда не бывает результативной, именно так, как нужно человеку. Это всегда обман, это всегда боль, это всегда разочарование. Вы хотите человека привязать, а получаете что-то прям совсем ни уму, ни сердцу не подходящее. Но это вам и науку будет, да, чтобы больше этого не делали. А еще вижу, деньги тратите на то, чтобы обряд совершить, а потом еще тратите, чтобы обряд отменить. Ну, да, вот такая школа жизни. Вот такое разочарование. В магии вас ждет разочарование. Маленькая девушка рядом с очень большим сильным мужчиной. Женщина хоть и маленького роста, но она очень умная, такая крутая, деловая. А мужчина хоть и очень большой, но очень спокойный, такой добродушный. Хотелось бы сказать красавица и чудовище, но не настолько мужчина-чудовище, да, не будем его обижать. Вы странная пара. Вот у меня здесь сформировалась очень странная пара. Вы очень разные, как будто бы из разных миров. Женщина крутая, а мужчина прям совсем простой. Совсем простой. Знаете, вы что-то вместе начнете делать, по какому-то вопросу начнете сотрудничать. И это вас очень сильно сблизит. Девушки крутые, девушки, хозяйки жизни, те, которые все сами, да, всего сама добилась, все сама заработала. Мужчина простой, ну вот прям простой, может быть, работяга какой-то. Не судите по должности, не судите по образованию. Он действительно очень и очень хороший. Он не только в будущем может стать вам верным мужем, но и самым лучшим доверенным другом. Понимаете? Классный мужчина. Да, вы интересная пара. Вы невысокого роста, а он прям великан. Вы очень умная, крутая, образованная, а он прям совсем простой парень, может быть, из деревни. Ну, либо парень, которому не повезло, и он не смог получить образование. Но вы очень сладкая парочка, вам очень сладко будет вместе. И ничто не сможет омрачить ваше счастье. Я вижу, что под конец месяца вот как-то вы с ним то ли познакомитесь, то ли сотрудничать начнете. Очень хороший мужчина. Да и вы очень славная женщина. Но все зависит от вас. Ведь если вы ему не позволите, он никогда вам о чувствах своих не скажет. Вот такой вот он человек. Девушки, женщины, кто с несвободным мужчиной в прошлом был связан, но вы расстались. Вижу, что этот мужчина опять будет удочку закидывать, опять вам что-то сладенькое такое рассказывать, что вот все, расходимся, разводимся, там последняя капля, уже документы подал. Девчонки, он просто по вам очень сильно скучает, и то, что давали ему вы, ни одна другая женщина дать не может. Но он по-прежнему трус, и по-прежнему просто вот слова, это все слова, да, пустые обещания. Имейте это в виду. Как появится, и опять будет вас склонять к тому, чтобы вы, ну, были его возлюбленной тайной женщиной. Вот в таком ключе. Еще я вижу у вас очень много какой-то странной переписки с разными людьми. Будете много общаться. Я так понимаю, в интернете будете переписываться, в соцсетях будете переписываться. Да, за вами кто-то начнет ухаживать в интернете. Но это больше как для, знаете, развлечения, как отдушина, с кем-то пообщаться. Вы с этим человеком будете очень много смеяться. Он вас будет постоянно смешить, поднимать вам настроение. Но общение идет чисто в интернете. Да, интернет-общение. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.